Напара Имджанова – трудолюбивый сотрудник муниципального предприятия «Тазалык». Она с раннего утра до вечера заботится о чистоте Бишкека. Этой работе она отдала не один год своей жизни. Несмотря на жаркое лето и холодную зиму, работает во благо города. Она была удостоена почетной награды от президента и доказала, что тяжелый труд оценивается по заслугам. Мы просыпаемся в 4 утра. В 5 я уже начинаю уборку территории. Наша работа требует физического труда и смекалки. Я люблю свою работу и со всей ответственностью к ней отношусь. Не понимаю тех граждан, которые жалуются на жизнь, говорят, что нет работы или она слишком пыльная и сложная для них. Не надо стыдиться такой работы. Стыдно должно быть тем гражданам, которые сидят сложа руки, вызывая к себе жалость. Оценена работа Анаркул Чамырбаевой, которая 52 года трудилась в сфере здравоохранения. Ей присвоили название «Заслуженный работник здравоохранения». Несмотря на то, что ей 72 года, она продолжает лечить пациентов день и ночь. После окончания медучилища работала 3 года в родильных домах акушеркой. У меня по специальности я закончила акушерское отделение. А потом я работала в Фучике, там городская клиническая больница, в урологическом отделении работала. Оттуда нас перевели в 2003 году сюда перевели. И до сих пор здесь работаю. До этого у меня очень много были грамоты. Потом медаль есть такой, тоже получила. И в 1987 году получила отличник здравоохранения Крымской республики. 7 гражданам присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения», а 33 присвоено звание «Заслуженный врач». Иса Ахунбаев, имя которого тесно связано с медициной, первый в Центральной Азии провел операцию на сердце. Выдающийся хирург был посмертно удостоен звания Героя Кыргызской республики. Президент отдельно затронул некоторые моменты жизни и труда этой масштабной личности. На самом деле нет никаких сомнений в том, что эти имена широко известны населению Кыргызстана. Как я сказал выше, как и в каждой эпохе, есть свои герои. Это наши отцы, которые определили лицо, судьбу и существование Кыргызстана, чьи имена будут навсегда вписаны в историю. Не только носить известную фамилию, но и быть дочерью основоположника грудной хирургии в Кыргызстане – дело непростое, говорит дочь великого врача Нелли Ахунбаева. Она продолжила семейную династию врачей, обучив и выпустив целый ряд хирургов. За эти заслуги она получила орден Курманджан Датки. Наша действительно Ахунбаевская династия, медицинская династия, она очень большая. Это перечислять это очень долго. А сам вообще-то Исаак-Анович, это мой папа, он мой учитель, он мой соратник, он мой отец. Ну, я думаю, что он заслужил эту награду, потому что его можно считать основоположником медицинской хирургии в Кыргызстане. Он во всем был первым. Он был первый доктор наук, первый профессор, первый академик, первый президент Академии наук, первый член КОР Академии медицинских наук, первый член Всемирной ассоциации хирургов с Востока, единственный человек это был. То есть это человек, который всю жизнь трудился для блага своего народа, для блага своей родины. В высшей степени почета удостоена первый премьер-министр независимого Кыргызстана Насреддин Эйсанов и отмеченный за его труды Абды Суйркулов. Жизнь и работа этих людей – пример для всех. Албетте, өлкөбүздүн өнүгүшүнө сиздер өз кесибиңиздер аркылуу ат көтөргүс зор иштерди жасап келесиздер. Выражаю глубокую благодарность за вашу работу, которую вы посвятили нашему государству и народу. Я искренне верю, что ваша деятельность станет образцом для подражания, и ваша жизнь станет лучшим примером для следующего молодого поколения. Я знаю, что высокое чувство Родины, неустанный труд, превращенный в навык, преданность любимой профессии прочно укоренились в вас. Великие дела, совершенные для нашей нации, не будут забыты, и в настоящее время Кыргызстан не лишен патриотических и творческих людей. Те, кто много трудился и внес свой вклад в развитие страны, были награждены государственными наградами. В
честь Дня независимости Мэрим Карыповой было присвоено звание «Заслуженный артист страны». Для творческих людей особую роль играет поддержка и признание их таланта. Получив это, они начинают расцветать и покорять новые вершины, признается певица. С малых лет я стала на эту дорогу творчества. Получила благословение и воспитание от таких именитых артистов, как Болуш Мадазимов, Асек Джумабаев и Стебес Турсуналиев. Моими наставниками являются Роза Манова, Улукмырза Полотов, которые открыли мне новые грани творчества, раскрывая мой потенциал. Мне больше всего по душе фольклор и дастан, но мы люди творчества, ориентируемся на изменения вкусов наших слушателей, поэтому приходится быть мобильными и разносторонними. Будь то посол, врач, работник производства или президент, каждый получает образование благодаря учителям. Не были забыты и те, кто работает в сфере образования. За упорный труд 30 педагогов были удостоены почетного звания «Заслуженный учитель». Одной из них является Фатима Байрамкулова, посвятившая полвека своей жизни обучению детей. Я работаю по принципу глубокого качественного образования для каждого ребенка. Все дети талантливые от природы. Я горжусь тем, что я учитель. Анатолий Васильев обучил сотни скрипачей, является любимым педагогом воспитанников школы-интерната. Он способен пробудить детское любопытство и в доступной форме объяснить секреты игры на музыкальном инструменте. Его труд был оценен по достоинству, и ему было присвоено звание заслуженного учителя. Начинал я свою трудовую деятельность в нашем театре, артистом оркестра, где дирижировали выдающиеся кыргызские дирижеры Давлесов, Молдобасанов и другие. Но меня привлекала педагогическая работа. И после театра я пришел в детскую музыкальную школу имени Шубина, в которой сам когда-то учился. Вот. И около 10 лет я работал там. После чего меня пригласили в Институт искусств имени Бешеналиевой, где я вел многие предметы. Но все-таки детская педагогика меня привлекала больше. И вот около 40 лет я уже преподаю в республиканской школе имени Абдраева. Госнаграды были вручены тем, кто достиг выдающихся результатов в своей профессиональной деятельности, заслужили признание в обществе и превзошли достижения других работников. Мы усиленно работаем по программе «Джашил Мурас». В год мы вырастили саженцы на 8 миллионов сомов. Я думаю, это неплохой показатель. Трудимся в поте лица. Очень рад, что наши усилия были замечены. 5 лет назад я получил звание заслуженного артиста. В этом году я получаю звание народного артиста. Этого события я ждал действительно очень долго. Награда дает нам мотивацию на новые свершения. Всего государственные награды получило более 300 граждан. Из них орденом Манаса первой степени награждено 3 человека, орденом Славы – 13 граждан. Звание народного артиста КР присвоено 7 деятелям культуры. Медалью за отвагу награждены 10 военнослужащих. Садыр Джапаров поздравил лауреатов премии и подчеркнул, что их трудолюбие послужит примером для молодежи. Он выразил убеждение в том, что эти награды не ограничат их возможности, а станут началом новых вершин и успехов. Сымах Мусаев, Асхар Маратов, ЛТР. Итоги недели.